Картины для художника – это способ отразить свой внутренний мир. В художественных школах можно научиться каким-то техникам и приемам, но вот вместилищем таланта является душа человека. Здесь оживают сказочные сны. Так называется первая персональная выставка молодой художницы Розы Хамхоевой. Пройдя в день ее открытия по выставочному залу Музея изобразительных искусств Республики, и впрямь можно было подумать, что ты попал в сказочный, волшебный мир. К этому располагала и атмосфера. Здесь собралось очень много людей самых разных профессий и возрастов. И сами картины, которые, как отметила куратор, главный хранитель музея Мадина Хамхоева, стали глотком свежего воздуха в искусстве. Мы не привыкли к таким работам, но это новое мышление, немного креативное. И я рада, что художники стали работать по-новому. Сама Роза, она говорит, что она очень любит фантастические книги различные, фильмы. С детства очень интересовалась различными такими интересными сказками. Работы очень такие интересные, такое ощущение, что вот она как бы вот показывает некий другой мир какой-то, где оживают фантастические существа. Некоторые из них кажутся, на первый взгляд, злыми. Есть такие как бы добрые какие-то. Ну, вот я пока занималась экспозицией, были работы, которые вначале меня как-то так немножко шокировали. Но уже через буквально вот день-два они мне были очень даже, мне кажется, и добрыми, и очень даже симпатичными. Каждая работа, в каждую работу все-таки определенный смысл она вкладывала. На самом деле они очень философские работы. Эпиграфом выставки послужили слова Пабло Пикассо «Художник – вместилище эмоций», которые приходят отовсюду – с небес, от земли, от шуршания бумаги, от мимолетных форм, от паутины. Эти слова в полной мере отражают и творчество Розы Хамхоевой. Каждая ее картина отличается от предыдущей, что даже порой трудно уловить общие детали. Увлекаться творчеством девушка начала еще в раннем детстве, но профессионально взялась за дело лишь в студенческие годы. Обучалась сначала в школе искусств Карабулака, затем в частной студии. Картина Розы написана в разных жанрах – пейзажи, натюрморты, портреты, абстракция. Но самой любимой темой девушки является кельтская мифология и ее персонажи. Я чаще всего рисую эльфов еще со школы. Это мифические существа из кельтских мифов. Все из детства идет. Просто так уж вышло, что именно мультики про эльфов врезались мне в память, и так уж и пошло. Именно работать с цветом и не бояться чистого листа меня научил Муса Яхьевич Мартазанов. Без него я, скорее всего, не смогла бы всего этого сделать. А именно эльфы – это все из головы. На выставке представлено больше 40 работ художницы, что ее трудоспособности может позавидовать любой художник, который работает много лет. Учитель и наставник Розы Муса Мартазанов отмечает, чтобы достичь таких высоких результатов, Розе помогла целеустремленность, трудолюбие и богатый внутренний мир. Но этого невозможно достичь без внутренней работы. Для того, чтобы маленькая работа стала большой, нужно большое сердце. Человек должен созреть к большой мысли, к большой идее. Вот она созрела, она состоялась, и она меня в некотором смысле этого слова даже удивила количеством таких очень интересных работ. Да, я не согласен с тем, что нет внутреннего вот этого цензора, человек, который может наложить какое-то вето на свои работы и сказать: нет, эту я не выставлю, а буду выставлять именно эту. Я желаю ей успехов, ярких достижений, чтобы она была человеком целеустремленным, чтобы она начала и не бросила. Поэтому всех ей благ. Интересны не только сами сюжеты картин, но и их названия – «Штиль», «Страшный сон», «Токсический мир», «Дверь, которая ты». Такие работы не создаются просто так. В них художник вкладывает свои эмоции, которые трансформируются в мысли, а они, в свою очередь, становятся эскизами будущих картин. Эта картина написана в порыве эмоций. В тот момент все скопилось, и я просто передала это все на холст. Это связано с моим прошлым. Призраки, фигуры, которые изображены сзади, это призраки, которых мы пытаемся отпустить. Повязка на глазах – это нежелание видеть всего происходящего сейчас, в настоящее время. Эти волны сзади, якобы волосы, это наши мысли, которые мы пытаемся отпустить тоже. Потому и настолько контрастные и живые линии.
Каждая работа Хамхоевой буквально приковывает взгляд. Ярко и грамотно подобранная цветовая палитра, четкие линии изображения. Даже абстракция кажется как живая. Кому-то из зрителей нравятся пейзажи, кому-то портреты, а вот Азе Ганиевой приглянулась картина «Облачный занавес». От нее веет стойкостью, уютом. Мы наблюдаем луч солнца, которое пробивается из-под облаков. Наверное, из-за того, что я ее знаю как человека, и я знаю, какие чувства она обычно вкладывает в каждую картину. Когда ты об этом уже знаешь, ты смотришь на них по-другому совершенно. То есть незнакомый человек может увидеть что-нибудь свое, другое, сосредоточиться на своих чувствах, а я буквально вижу ее. Она очень увлеченная, стойкая, сильная личность, и меня привлекает то, как она видит этот мир, то, как она рисует, то, как у нее получается передать это на полотно, буквально кисти, краски, и у нее это получается создать новое что-то, шедевр. Восхищается творчеством художницы не только друзья и почитатели искусства, но и коллеги по цеху. Аюб Цыроев пишет картины, создает настоящее произведение из дерева и очень переживает за экологическое состояние нашей планеты, и поэтому он просто не мог остаться равнодушным к картине, посвященной проблеме загрязнения экологии. Но я думаю, что люди сами себя губят экологией, создавая какие-то неблагоприятные условия, какие-то выбросы каких-то газов, паров, и этим мы дышим, и тем и мы болеем. И еще вот именно вот эта тема экологии, это на сегодняшний день очень актуально. И по силу того, что я занимаюсь непосредственно с природой, эта тема не отпускает меня ни одну секунду. Поэтому мне очень понравилась вот эта работа «Экологический мир» называется. Выставка по таким красивым названиям, как «Здесь оживают сказочные сны», несомненно порадовала как ценителей искусства, так и всех, кто побывал на ней. Прекрасная организация, незабываемая атмосфера, где были представлены настоящие произведения искусства молодой художницы Розы Хамхоевой, не оставили равнодушным никого. А если кто не успел, время еще есть. Выставка продлится до 14 февраля.